Здравствуйте, уважаемые телезрители, с вами снова телепередача «Социальные адвокаты». Сегодня мы поговорим о правах человека и их информационной защите. Ну и прошу поприветствовать наших экспертов. Это Минкаил Ижиев, председатель правозащитного центра Чеченской Республики, член Совета по правам человека. А Тимур Алиев, помощник главы Чеченской Республики, председатель Совета при главе Республики по развитию гражданского общества и правам человека. Аюбова Лейла, председатель Чеченского молодежного движения «Диалог». А также Луиза Аюбова, член Совета по правам человека при главе Чеченской Республики. Ну и, собственно говоря, наша сегодняшняя беседа будет строиться вокруг недавних событий, произошедших. Я думаю, Тимур, вы нас посвятите сейчас об этих событиях. Вам бы хотелось задать вопрос, что вообще произошло, вот то, что касается некоторых правозащитников, до сего времени, имя которого и фамилия мне вообще не были известны. Вот. Дело в том, что после недавних событий в Грозном, после террористического акта, который случился здесь, потом возникла некоторая информационная волна, которая фактически подняли, спровоцировали некоторые, значит, общественники, правозащитники из числа, находящихся за пределами республики, и она была связана именно не с осуждением этого самого террористического акта, не защитой прав людей на свободу от терактов, а была, наоборот, связана с защитой прав террористов фактически на сегодняшний момент и с осуждением тех действий руководства республики, которые, значит, пытались защитить жителей республики как раз-таки от этих проявлений терроризма. Вот. И вот ряд этих высказываний в начале, потом действий, потом заявлений, они, собственно говоря, и породили вот на сегодняшнюю нашу... А чьи заявления прозвучали так резко в адрес таких, сказать, правомочных действий главы Чеченской Республики и справедливых слов? Ну, фактически за этим стоял один человек, это правозащитник Игорь Каляпин. Угу. У компетентных органов имеется информация, что деньги западных спецслужб от Ахмада Умарова передал бандитам человек по фамилии Каляпин. Нужно проверить, не об этом ли Каляпине идет речь. А если подтвердится, предъявить спрос. Я не позволю никому, ни под какой маской содействовать бандитам. Мне нет разницы, какое у него в кармане удостоверение, от какого посольства он получает вознаграждение. Я взял на себя ответственность обеспечить безопасность населения, и я это сделал, хоть весь Запад и все его приспешники вверх дном перевернутся. А вот хотелось бы задать вопрос нашим правозащитникам. Минкаил, как вы считаете, вот действия Каляпина, почему-то во время стрельбы и во время, вот, так сказать, этих трагических минут, которые здесь происходили, я не видел там ни его, ни представителей его правозащитной организации, но почему-то я услышал, увидел его через средства массовой информации после всего этого. С чем это связано и почему он не исполняет свою роль правозащитника, как это должно быть по закону и как по этике? Деятельность правозащитников, она связана с защитой прав человека, конкретных людей, чьи права нарушены. В данном случае речь идет не просто о правах человека, речь идет о жизни людей, которые, значит, в этот день погибли. Это и сотрудники правоохранительных органов, и не только сотрудники. Эти люди потеряли свою жизнь. Их матери остались без сынов, дети остались без отцов. Вот самое важное, самое главное – это жизнь. Что может быть важнее вообще жизни? Ничего. Ну, конечно, это имя. Имя и память. Но вот в данном случае, в первую очередь, мы должны были говорить о тех, кто отдал свою жизнь, чтобы мы с вами спокойно жили, спокойно ложились спать и спокойно могли отправлять своих детей в школу. Это самое важное. Нужно все положить на весы. Что опаснее, что опасно для общества. Вот о чем нужно говорить вначале. А когда вырывается вот из текста нечто, и это муссируется, и ставится во главу угла, что это самое важное, что это самое ценное. Вот так ставить вопрос нельзя. Я и раньше говорил о своих коллегах. Мы часто встречались. У нас, у общественников, правозащитников Чеченской Республики, вот у нас своя позиция. Мы знаем наши традиции, обычаи, наши адаты. Кто, кроме нас, может здесь конкретно говорить о правах человека? Вот эта колючка, она вонзилась в ногу нашего народа, вот когда начались боевые действия еще тогда. Кто больше нас может ощутить эту боль? Никто. Поэтому я не претендую на роль, скажем, и мы, мои коллеги, мы не претендуем на роль как бы первых великих таких людей, которые защищают права человека. Но мы, в соответствии с нашими обычаями и традициями, памятью своих предков. То, что сегодня нужно и необходимо нашему обществу. Мы здесь живем
Мы здесь растим детей, мы здесь хороним своих близких, поэтому мы знаем не хуже, чем остальные наши коллеги. В первую очередь, я считаю, было бы по-справедливому, если бы наши российские коллеги с нами советовались. Какова наша позиция по поводу вот этих событий? Как мы думаем? Какую оценку мы даем? Но когда мы не вмешиваемся, скажем, в те вопросы, которые происходят, скажем, там, других субъектов, да. Мы региональная организация. Тем не менее, все-таки, мы считаем, что там, в первую очередь, своих субъектов должны эти люди работать и защищать права людей. Конечно. Конечно, я не говорю, что не имеют права защищать права здесь. Ради Бога, защищают и здесь, и в любом субъекте. Но мы, коллеги, с нами нужно говорить, в первую очередь. Активность Каляпина объяснима, если учесть, что каждое его упоминание в средствах массовой информации, в которых он противопоставляет себя главе Чеченской Республики, есть для его пиара жирный плюс. Такое позиционирование не раз давало Каляпину возможность выбивать у западных спонсоров большие финансовые средства на мнимые правозащитные цели и задачи. Вы знаете, вот вокруг этих событий развернулись баталии, похожие они на самую настоящую информационную войну. Вот эта информационная война еще началась с того периода, когда был захвачен Дом печати, и мы знаем, что в WhatsApp происходили рассылки разные, дезинформация полностью шла. И сейчас тоже идет дезинформация, то есть берутся определенные контексты из слов и заявлений главы республики и выводятся вообще на другую совершенно орбиту, приравниваются к каким-то нормативно-правовым документам. Но я хочу напомнить тех, кто приводит статьи Конституции, что в Конституции есть статьи, которые упоминают о том, что должностное лицо, которое ответственно за свой регион, например, это можно привести как глава Чеченской Республики, Рамзан Ахматович Кадыров, который занимает здесь первый пост, который отвечает за свой территориальный округ, он должен принимать все усилия, чтобы противодействовать терроризму, чтобы благосостояние народа увеличивалось, чтобы люди спокойно спали, жили, существовали. И вот обидно бывает, когда эти правозащитники не поднимали, так сказать, никакую панику, не говорили вообще о каких-то противоправных действиях, которые были связаны, мы знаем, с недавними событиями, когда погибли 14 человек и около 40 сотрудников. На сегодняшний момент даже часть из них находится в госпиталях и еще оперируются. Это огромный траур для нашего региона. Это, так сказать, в горе в очень многие семьи пришло. Тогда все молчали. Тогда только была информационная война, все раздували, в интернете начали появляться ролики. В этом случае, как нам стоило бы действовать, я бы хотел задать вопрос, Лейла, вам. Вот как вы считаете, на этом, наверное, скорее всего, этот человек сыграл, да, то, что противопоставляет себя, то есть свои мысли главе Чеченской Республики? Вы знаете, так как я руководитель молодежного движения, и те горькие события, происходящие с 3 на 4 декабря, вот что наша молодежь сделала в Чеченской Республике, именно которые работают с нами, это юнкоровцы, сотрудники молодежного движения. Мы знали, что сразу будет информационно в соцсетях пойдет война. И вправду появились сразу ролики бандитов. Они, конечно, на опережение начали работать. Тем не менее, наша молодежь начала уже по своим знаниям журналистики активно уничтожать те их ролики и начали писать и работать, что это провокация. Никаких 200-400 человек нет. Бандитов никто не поддерживает. И сразу для них, конечно, самый значимый момент стал это переговоры нашего главы с бандитом, с террористом, как он с ним вел диалог. Про таких людей, как якобы правозащитники в кавычках, я тоже Игоря Каляпина знаю очень давно. В смысле, наша молодежь уже на сегодня знает, что это за человек. Они говорят, за нас болеть и переживать в кавычках не надо. Почему он ни одним словом не обмолвился о соболезновании? Он нас знает, давно знает, но мы не услышали этих слов. Но услышали слова, которые он говорит, вырывая текст нашего главы, целые тексты вырывая из его выступления. Может, просто он пиарит себя, делает себе имя тем самым? Ну, конечно, конечно. Потому что этот ход черного пиара уже давно известен. То, что есть если грамотный, образованный, умный человек, именно гражданин России с большой буквы, эти люди не поддадутся на его самопиар.
Потому что в его поведении, даже в его этих высказываниях, раз не было соболезнования, сочувствия даже одного убитого человека с большой буквы, гражданина Российской Федерации, то, по-моему, люди должны делать вывод, правозащитник он или нет, или предатель он, или кто. Наша молодежь для себя сделали выводы. Их глава, их пример. Потому что в первую очередь гарант нашей защиты в Чеченской Республике – это Рамзан Ахматович Кадыров. Да, это правозащитник номер 1 у нас, да. мы знаем И с давних времен да, уже. Алхастам, наша молодежь это знает. И мы, в свою очередь, должны не останавливаться на этом. И вправду Каляпина сегодня тоже полмолодежи, там сегодня узнали его имя, его фамилию, имя. Я, в свою очередь, его не называла и не говорила, чтобы не пиарить его. Но сегодня мы будем идти грамотным путем. У нас есть с кого брать пример, у нас есть свой правозащитник. И вот такие вылазки и выпады будем над этим работать. Да, Мукла. Да, Мукла. А Луиза, вам тоже слово хотелось бы дать по сложившейся ситуации. Для меня, как просто для жительницы Чеченской Республики, все, что сделано в этой республике, посажено дерево, я считаю, в мой огород посажено. Построен дом, этот дом построен для меня. Меня радуют всегда те положительные эмоции, которые я получаю, когда иду по своему родному городу. И я считаю, что это действительно самый безопасный регион России. Во время пресс-конференции, о которой вы говорите, по-моему, сотрудник «Новой газеты» начала свою речь с хронологии. В таком-то году, тогда-то Рамзан Ахматович говорил, что вот это самый безопасный регион. Вот такого-то числа было произнесено, что это самый безопасный регион, и инвестиции сюда, что мы обеспечим безопасность. И вот это говорилось с такой злорадной ухмылкой. Я была так возмущена этим, я не знала, что делать, как пережить эту ночь. С такой ухмылкой, с радостью из-за того, что у нас произошли такие трагические события, которые ранили и потревожили миллионный народ. И нарушены были права этого миллионного народа, когда эти 10 человек сюда вошли. Разве у этих людей нет прав? Ну, вы знаете, если посмотреть хронологию в интернете, комментарии, то сочувствия было мало на самом деле, и это очень удручает, потому что люди просто подхватывали новость, многие там, даже меня просто поражала система, которую наши граждане сами распространяли в WhatsApp, эти видео. То есть, Тимур, я бы вам вопрос хотел задать, потому что даже наши сами граждане не осознавали того, чего они делают, делали рассылку, рекламу бандитам, бандформированием незаконным, доносили их мысли, их, то есть, запрограммированные действия. Как вы считаете, как коллега ваша упомянула, что в правозащитной организации молодежь этим занималась, противодействием, но, наверное, этим должны заниматься спецслужбы, как вы считаете? Ну, безусловно, я не могу сказать, что мы проиграли это информационное противодействие или еще что-то, но, безусловно, была очень сильная, это действительно серьезная война была развязана, потому что очень быстро отреагировали. Наверняка они уже были заранее, там какие-то люди заряжены на это. Там какие-то люди, наверное, еще за компьютерами сидели. Специально за компьютерами, они вбрасывали эту специальную информацию, какие-то вбросы, а потом уже люди, которые не понимали там где-то, что происходит, или, может быть, из каких-то там других, как им казалось, благих побуждений, что-то дальше эту информацию, ложную информацию дальше уже пробрасывали, чтобы дальше она шла в этот. Безусловно, это задача, прежде всего, это даже задача не общества. К счастью, общество справилось с этим, когда очень быстро разобрались, что происходит, почему происходит, кто на самом деле виноват, кто погиб и что вообще случилось. Это, я думаю, там как раз-таки достижение и нашей власти, которая очень быстро оперативно отреагировала. Мы опять же знаем, что первым все точки над «и» расставил глава Чеченской Республики в своем инстаграме, который объяснил, и оттуда уже эта информация пошла дальше, на самом деле, чтобы все люди стали понимать, что происходит. Безусловно, что, конечно, спецслужбы должны были сработать тоже на опережение, если они знали об информационном, они должны были в информационном плане пресекать. Как вы считаете, возможно, эта информация вкидывалась и извне нашей страны? Такое тоже возможно, я думаю, что заранее подготовленные люди сидели. Потому что явно видно, что одни люди вели реальные боевые действия, террористической направленности, и виден также след тех, кто информационную войну развязал. Там в любом случае какая-то группа существовала. И поэтому я бы, пользуясь случаем, нашим жителям хотел бы сказать,
Я, конечно, не желаю, чтобы это когда-то произошло, но все же какие-то, если существуют проблемные моменты, не нужно рассылать это все, не нужно рассылать видео, потому что это потом попадает в YouTube, и это для нас, мы в нашем регионе, мы чеченцы, мы живем здесь, это для нас потом плохо отражается и сказывается, люди начинают комментировать, да и даже ради того, чтобы кто-то радовался этому, этого не стоит делать, я думаю, считаю. Минкаил, вот вам, пожалуйста, слово по сегодняшней нашей теме по поводу информационной безопасности. Я думаю, на этом нужно акцентировать внимание, какие меры необходимо было бы сейчас еще предпринять, более, так сказать, детальные. Среди наших коллег есть люди, которые этим занимаются и у которых есть опыт. Вот таким людям нужно дать слово, и чтобы именно вот такой контингент людей вот занимался информационной безопасностью. Сегодня выиграть войну реальную, но проиграть информационную войну, к великому сожалению, это значит проиграть фактически реальную войну. Поэтому нужно, это уже век технологий, это 21 век, где уже люди смотрят, люди читают, и моментально любая информация, любой видеоролик, его можно, как мы знаем, сравнить, и миллионы людей могут буквально в течение нескольких минут прочитать и узнать. Вот здесь, разумеется, нужно противодействие, нужна команда, которая конкретно над этим будет работать. Конечно. Ну, очень хорошо, что есть Инстаграм, и вот мы часто видим новости, которые выкладывает глава, и мы знаем, что это первый источник, и на это стоит опираться. Вот такие вот, конечно, такая практика очень была бы существенна, да, внесла бы, так сказать, если бы она была систематизирована, еще и нормативно-правовое подкрепление какое-то ей было бы, вообще было бы замечательно тогда, чтобы первые лица региона, государства могли вот так вот излагать основу ситуации, и именно что происходит в определенный момент. Есть закон, соблюдая который мы фактически поддерживаем некую гармонию в обществе. Потому что, защищая закон, мы защищаем права фактически, не просто конкретно, но и всего общества. Это самое важное. Но дело в том, что есть закон, но есть еще и справедливый закон. Обычно на судах мы говорим, чтобы выносились законные и справедливые решения. Вот слово «справедливость» это очень тоже важно. Допустим, если произошло что-то, есть срок давности, да, проходит время, уже нельзя применить закон. Вот тут, конечно, все законно, но несправедливо часто бывает. Вот эти моменты, конечно, они иногда, вот в умах людей, они создают некий антагонизм. Поэтому не все в жизни, да, по закону, не придумано. Вы знаете, что парламент, наш государственный федеральный парламент, наш парламент постоянно над этим работает, принимаются новые законы. Но вот есть в жизни такие ситуации, где еще нет законов, которые могли бы оперативно, быстро работать, чтобы органы государственной власти могли быстро принимать решения. Вот, допустим, о противодействии информационной как раз войне, вот то, о чем мы говорим. Я думаю, время учит, время подсказывает, какие решения нужно принимать. Но самое важное и главное, наверное, я как руководитель Центра правозащитного, что самое важное и главное, это, разумеется, это нужно защищать закон. Закон тоже нуждается в защите, как вот мы говорим, что нужно защищать права. Защита закона, это значит защищать наши традиции, наши обычаи, нравы. Все то, что нам дано нашими предками. Вот не понимая саму суть, не понимая иногда ту базу, природу, да, природу нашего общества, иногда вот люди, происходит само непонимание и между нашими коллегами. Нужно пропустить через себя все то, что мы пропустили, то, что пропустил через себя наш народ. Нас только тогда поймут. И только тогда мы найдем взаимопонимание. Но вот эти издержки, к великому сожалению, они приводят к непониманию, а затем уже к каким-то провокациям. Вот от этого нужно, конечно, избавляться. Спасибо, пожалуйста. Луиза, вот вам вопрос по поводу информационной безопасности. У нас, конечно, век высоких технологий. И в ночь, когда террористы вошли в город, нам звонили со всех концов света наши друзья, знакомые, те, кто за нас действительно переживает. Мы не успевали
отвечать на телефонные звонки. Мы сидели в социальных сетях. Эта работа велась на том уровне, который вот позволяет нам на данном этапе. Но мы на следующий день провели круглый стол по той проблеме, которая у нас возникла, и что можно делать, и что нужно делать. Провели еще один круглый стол с участием и органов власти, и неправительственных организаций. Провели конференцию. В итоге мы пришли к мнению, что нам нужен информационный центр, который не только дает анализ происшедших событий, но и предотвращает атаки заранее, которые будут планироваться в том или ином случае. Это единое мнение всех здравомыслящих организаций и людей, которые с нами сотрудничают. Конечно, мне кажется, вот у нас существуют же, например, рассылки МЧС, да, вот когда штормовое предупреждение. Вот у меня вот возникла такая мысль, почему бы в этот момент не послать сообщение, не сказать, допустим, что там все нормально, люди не беспокойтесь. То есть тоже было бы целесообразно, и для этого, конечно же, создать какой-то штаб какой-то, где будут представители с разных организаций, в том числе и представители с операторов сотовой связи, тоже, что немаловажно, потому что возникает ситуация, когда необходимо бывает и отключить интернет, на самом деле, чтобы предотвратить какие-то дальнейшие, то есть пагубные последствия. Ну и, собственно говоря, давайте вернемся к ситуации вокруг правозащитника. Прежде всего хочу сказать, что вообще действенная защита от терроризма и защита прав человека, они ни в коем случае не расходятся между собой, у них одна и та же цель, они взаимно дополняют друг друга. Если мы даже возьмем такой документ, как Всеобщая декларация прав человека, там очень четко прописано, именно в части, касающейся терактов и подобных экстремистских каких-то воздействий, там говорится о том, что, значит, что террористические акты вызывают страх у населения, и что свобода от этого страха, она умаляет человеческое достоинство и вообще несовместимо с самим понятием человека и так далее. То, что, значит, вообще в целом нужно принять такую максимум, да, что защита, значит, право человека на свободу от теракта, это тоже право, которое должно быть заложено, вот таким базовым должно было стать правом. Когда это гласит документ под названием «Всеобщая декларация прав человека». То есть, по большому счету, это документ, который руководство должны, как бы, или, если не руководство, должны принимать к сведению все люди, которые называют себя правозащитниками. Если правозащитник начинает исходить из других каких-то, да, соображений или противоречит этой Всеобщей декларации прав человека, то возникает вопрос, соответственно, правильно ли он понимает, да, чем он занимается, нужно ли ему поменять профессию, либо же он, значит, если он не понимает, это еще одно дело, ну, заблуждается человек, что искренне этот человек не понимает, что делать, да, допустим. Если он злонамеренно это совершает, тут дело все гораздо хуже. То есть понятно, что человек знает, что делает это намеренно, нарочито, значит, преследует какие-то свои там корыстные интересы, может быть, не прямо корыстные, но там косвенно корыстные интересы. Вот. То есть мы не можем залезть как бы внутрь этого человека и сказать точно. Если это он делает злонамеренно, я думаю, что специальные органы, да, есть, которые занимаются там расследованием, если человек где-то рассмотрит вопрос пособничества терроризму, да? Да. Это на самом деле очень серьезное, по большому счету, преступление. Эта статья может быть, и в данном случае, если это будет рассмотрено, если выявится, то это очень серьезные последствия может иметь для человека на самом деле. Будем надеяться, что он это делает не злонамеренно, но мы ничего не можем гарантировать, мы ничего не можем говорить точно. Ну да, в этой ситуации он пытался опровергнуть слова человека, у которого, наверное, душа больше всех болит о происходящем здесь. Мы знаем, как глава старается, как он пытается сделать наш регион инвестиционно привлекательным. Мы в недавнем прошлом осуществлялся ряд поездок в зарубежные страны, в Турцию. Турецкие инвесторы сюда тоже приезжали. И вот, конечно же, это очень все печально для нашего региона, но мы, я думаю, от этого удара быстро оправимся. Ничего страшного не произошло. Вот, это жизнь, и мы будем бороться с этим злом всеми вместе. Вот. Ну а тем людям, которые поддерживают это зло, я бы хотел сказать, что это жизнь бумеранг, и этот бумеранг рано или поздно к ним вернется. Поэтому мы посмотрим на это все со стороны, вот, и будем заниматься своими делами, восстанавливать свою республику, поддерживать своего главу. Итак, ну у нас на сегодня все. Вам большое спасибо за то, что вы пришли сегодня к нам в студию и уделили нам время. Итак, уважаемые телезрители, вам большое спасибо за внимание. До скорых встреч.